начинаем работать в социальных сетях, в моем традиционном прямом эфире. Отличие этого эфира от других в том, что сегодня я также выхожу в новом для себя формате в социальной сети Clubhouse. Надеюсь, меня здесь тоже слышат. Я вот смотрю, что уже достаточно много людей подсоединилось. Интересный такой формат. Не видим, но слышим. Вот что-то у меня, по-моему, с Инстаграмом здесь не очень, потому что обычно вопросы появляются, а тут оно как-то так все исчезло. Вот, я прошу, чтобы там сейчас поправили. Вот, Инстаграм. Коллеги, что хочу сказать, друзья. Конечно же, радует то, что зима заканчивается. Сегодня уже 27 февраля, послезавтра 1 марта, первый день весны. И, безусловно, так, вот еще раз сейчас попробуем нажать на Инстаграм. А он у нас что-то проверяет соединение, проверяет и не хочет. Вот мы и в Инстаграме. Вот. Послезавтра первый день весны, с чем вас всех поздравляю. Что такое весна? Весна – это всегда обновление. Мы все надеемся, что жизнь станет лучше. Все-таки вместе с зимой, тяжелой, суровой, холодной зимой в этом году идут и проблемы. На самом деле хочу сказать, что радует то, что по коронавирусу, который нас всех уже держит в волнении практически целый год, ситуация у нас значительно улучшается. На сегодняшний день заболевших по республике 40 человек. Это примерно столько, сколько было вот в начале мая, каждые сутки. Ну, большая часть, конечно, по городу Якутску. Радует то, что увеличивается число и вакцинированных. В общем, мы надеемся, что ситуация, еще раз говорю, будет улучшаться, и, может быть, уже удастся нам окончательно все ограничения снять уже в апреле, месяце, к концу апреля. Ну, это уже точно проглядывается. Вот. Все больше здороваются, вопросов практически мало кто задает, но давайте я тогда все-таки начну с Клабхауса. Так, ух ты, сколько людей тут уже подало свои заявки. Так, ну, прошу извинить, я в первый раз. Так, вот руку вижу. Вот давайте я нажму. Так. Нажал. Алло. Так, по-моему, я в итоге что-то не то сделал. Прошу простить. Так. Я, по-моему, взял и свою комнату закрыл. Давайте мы еще раз попрошу, чтобы включили мне его. Так, ну, техника, она такая техника, поэтому... Так, ну вот пошли вопросы, спрашивают, когда разрешат спортивные мероприятия, например, чемпионат по мини-футболу, спрашивают. Так? Но на самом деле сейчас уже ряд спортивных соревнований уже разрешается. Разрешается он с учетом ситуации, которая у нас складывается по ковиду. Роспотребнадзор уже идет нам навстречу. Конечно, ограничения есть. Спортсмены должны быть вакцинированы, спортсмены или должны иметь отрицательные анализы. Вот. Ну, как сказать, при этом не всегда допускаются зрители, но я вот по спортсменам считаю, по спортивным соревнованиям считаю, что все-таки послабления у нас уже будут в ближайшее время, потому что ситуация, еще раз говорю, достаточно значительно улучшилась, поэтому будем решать этот вопрос, и те ограничения, которые есть по спортивным мероприятиям, все-таки облегчать, потому что слишком их зажимать тоже, я считаю, неправильно. Так. Так,
Спрашивает, найдет ли правительство финансы на снос и утилизацию отслуживших около 100 деревянных домов в покалеченном поселке Серебряный Бор? Спрашивает Валерий Каленов. Ну, здесь я хочу сказать, что это, конечно же, прямые полномочия муниципальных образований. Именно они должны у себя закладывать в бюджете средства и сносить эти дома. Нерюнгринский район, поселок Серебряный Бор, ну, это далеко не самые маленькие и слабые муниципальные образования. У нас даже вот на северах сейчас поселки, в которых собственно, доходов даже не хватает на зарплату работников местного самоуправления органов, они находят средства, возможности все-таки для сноса этих домов. Здесь бы я просил и район, и поселок очень серьезно над этим поработать. Но уж если совсем у них не вмоготу, то, конечно, какие-то методы помощи мы окажем. Но в целом, еще раз хочу сказать, многие сейчас у нас главы стали все очень подкованные, и это радует, знают все законы, образованные, так, ну и все время любят говорить о полномочиях, о том, что вот по таким-то полномочиям федеральная власть не исполняет, по таким-то полномочиям региональная власть, поэтому есть много проблем. Но вместе с тем порой забывают говорить о своих полномочиях и о своей ответственности. Так вот, снос этих домов – прямая обязанность органов местного самоуправления. Еще раз это повторяю. Но еще раз хочу сказать, что мы, конечно же, будем смотреть и в зависимости от ситуации, если уж такая необходимость возникнет, помогать, в том числе и Серебряному Бору, и в целом району Нерюнгринскому. Так, как будет с нынешним ОГЭ, как он будет проводиться, будет ли... Здесь окончательные решения еще на уровне не приняты страны. Вместе с тем, конечно же, решения, надеюсь, в ближайшее время выйдут. Ну и сейчас уже можно сказать, что учебный процесс и в школах наших, и в среднем профтехобразовании, в вузах, он уже постепенно возвращается в нормальное русло. И мы надеемся все-таки, что и в том числе и экзаменационные все мероприятия, что по высшим учебным заведениям, что по средним специальным, что по школам, они, конечно, должны будут проводиться. Но окончательный порядок, еще раз говорю, Министерство просвещения и Министерство науки Российской Федерации определят, и мы, конечно же, об этом всех оповестим и будем этим вопросом заниматься. Так, вопросов очень много. Вот спрашивают про год здоровья, что он для вас значит. Конечно же, год здоровья, когда я объявлял, он очень важен с точки зрения сохранения общественного здоровья. Мы понимаем, по особенности после прошлого, 2020 года, что здоровье людей, оно должно охраняться государством не только через систему здравоохранения, но и сами люди должны заботиться о своем здоровье. Поэтому есть достаточно много направлений года здоровья. Сейчас правительство эти мероприятия утвердило. Это, во-первых, конечно же, развитие здравоохранения. Я уверен, что здравоохранение в нашей республике должно развиваться в сторону, знаете, такой человекоориентированности, чтобы человек, который пришел в больницу, был главным лицом. Вот. Второе, конечно же, мы должны заниматься внедрением достижений и якутской, и российской науки в медицину. И это тоже очень важный факт, который надо нам сейчас принять, что, к сожалению, достижения науки не всегда мы полностью используем. Вот. И далее, если так говорить, мы, конечно, должны заботиться о развитии культа здорового образа жизни. Это очень важно. Потому что мы в ответе за свое здоровье в первую очередь, а здоровье человека надо сберегать. И в больницу человек вообще по-хорошему не должен попадать с болезнями. Мы должны усилить и профилактику, чтобы человек не заболевал, а мы на самых ранних стадиях могли выявлять любые болезни и их предотвращать. Человек, вот, ведя здоровый образ жизни, должен иметь здоровое долголетие. Ну и, конечно же, иметь возможность заниматься физкультурой и спортом. Сейчас готовится большой указ мой по сохранению общественного здоровья. Уверен, что вот как раз в этом указе найдут все направления, которые касаются не только года здоровья, так, потому что понятно, что год пройдет, но дальше же мы здоровье тоже должны сохранять, общественное. А вот в этом указе будут направления до 1932 года. Так,
Спрашивают, пенсии на севере. Пенсии, конечно, будут сохраняться, никаких там вопросов нет. Все будет нормально и никаких там каких-то изменений в этой части не предусматривается. Так, вопросы идут по бродячим собакам. Вот уже из Якутска прошло, из Нерюнгри прошло. Хочу сказать, что, конечно же, проблема бездозорных животных сейчас несколько у нас в стране в целом обострилась. Принятые Государственной Думой законы, они, с одной стороны, защищают безнадзорных животных, но с другой стороны, учитывая проблемы, которые есть у органов местного самоуправления, они приводят к тому, что собаки не отлавливаются в итоге, их становится все больше. В ряде городов страны произошли трагические случаи, которые закончились смертью людей. И с этой точки зрения, конечно же, и в наших городах, в наших поселках, не дожидаясь каких-то трагических случаев, нам надо принимать достаточно серьезные меры. Я считаю, что здесь надо усилить работу по отлову собак и по Якутску, по Нерюнгри, по другим крупным городам. И, конечно же, уже достаточно на серьезной такой основе проработать вопросы дальнейшего содержания и вот этой стерилизации собак и их дальнейшего выпуска, как того сейчас требует закон. Вместе с тем, те собаки, которые представляют собой опасность для людей, и об этом тоже и в нынешней редакции закона уже есть, они должны усыпляться, и здесь закон дает такую возможность. Поэтому все должно быть, с одной стороны, абсолютно прозрачно, с другой стороны, мы в первую очередь, конечно же, должны понимать, что здоровье человека – это наш безусловный приоритет. Надеюсь, что главы муниципалитетов, опять же, не будут прятаться за отсутствие тех или иных средств, финансов, бензина, людей, которые готовы собак отлавливать, а все-таки займутся своим делом и начнут вопрос решать в интересах своих жителей. Так, вот опять же много достаточно вопросов проскочило, так и вот здесь вижу в Одноклассниках, вижу ВКонтакте прошли, вот в Инстаграме по устройству местных кадров в промышленность, спрашивают вот про ЧНДУ, почему сейчас не берут, про другие промышленные объекты тоже было, как будет трудоустройство дальше проводиться. Хочу сказать, что, конечно же, мы проекту «Местные кадры в промышленность» отводим очень важное значение. В этом году мы не менее 9 тысяч человек будем тоже трудоустраивать. Вот. С этой точки зрения работа идет по разным предприятиям, в том числе и по предприятиям, которые работают на «Газпром», по угольным нашим предприятиям, по золотодобывающим, строительным, дорожным. И правительство сейчас получило задание, и этим уже исполняет его, все-таки по максимальному не только трудоустройству, но по максимальному переобучению наших людей по их подготовке к работе в таких промышленных предприятиях. К сожалению, и об этом тоже надо сказать, у нас компетенций для работы на тех или иных предприятиях не хватает. А иногда вот людям просто, люди не хотят переобучаться. Мы здесь должны все-таки помогать людям это делать, давать возможности в кратчайшие сроки перейти переобучение, и затем достойно зарабатывать на свою жизнь, на то, чтобы обеспечивать своих родных и близких. С этой точки зрения вот эта политика будет продолжаться, я сам ее лично постоянно заслушиваю ход реализации данной программы. Мы уверены, что будет еще больше у нас возможностей в связи с развитием экономики республики. Взять, например, тот же Нерюнгринский район. Если сейчас в угольной промышленности всего занято около 10 тысяч человек, то мы считаем, что в ближайшие годы уже это количество вырастет до 20 тысяч человек. И понятно, что в первую очередь нам бы хотелось, да и сами предприятия это просят, чтобы в первую очередь это были жители уже непосредственно самой Якутии. Здесь надо понимать, что за увеличением количества работающих в угольной промышленности идет рост обслуживающего персонала, идет рост людей в социальных учреждениях, будут появляться новые аэропорты, например, на Эльгинском месторождении будут строиться в ближайшие годы современный большой аэропорт, и вообще на Эльге будет построен большой современный поселок, отвечающий всем современным стандартам. И, конечно, опять же, сегодня со стороны руководства компании выражается полная готовность на эти рабочие места в первую очередь брать якутян.
здесь, как говорится, мяч на нашей стороне, мы должны людей переобучать, учить, готовить, начиная и в средних специальных учебных заведениях, в вузах, ну и затем людей туда направлять. Так. Спрашивают вот про закон по жилью, про аварийный. Так, на самом деле, конечно же, я с самого начала принятия этого закона говорил, что допущена серьезная ошибка. К сожалению, вот программа расселения из аварийного жилья, она привлекает к себе внимание достаточно большое, такое, знаете, мошенников, которые, пользуясь тем или иным несовершенством жилищного законодательства, специальным образом наживались на том, чтобы получать новые квартиры. Вот. И были люди, и у нас в Якутске, к сожалению, такое тоже было, когда у людей по несколько аварийных квартир, которые они ранее сдавали просто в аренду, а сейчас уже, пользуясь, опять же, новым законом, получали абсолютно новые квартиры. При этом закон позволял, еще раз говорю, им получать неограниченное количество этих квартир. Вот для того, чтобы поставить заслон таким недобросовестным людям, было принято решение, чтобы те, кто купил квартиры уже после признания их аварийными, не имели возможности квартиры получить новую, а получали только лишь компенсацию в размере той суммы, которую они за это жилье заплатили. Но, к сожалению, получилось так, что среди этих людей, которые попали под действие закона, оказалось достаточно много людей, которые никоим образом не зарабатывали на этом. А это были люди, у которых реально нет денег, и реально, которые купили эти квартиры, наскребя самые последние денежные средства, которые у них были, продав там свои дома в деревнях, взяв в долг у родственников, брали вот эти деревяшки. И сегодня они из-за этого закона оказались, вот как раз, как правильно мне вот сейчас пишут, оказались без возможности какой-либо компенсации и получения какого-либо жилья. То есть оказались практически на улице. Таких людей у нас, таких семей, которые могут попасть под действие этого закона, у нас по республике свыше 300. Мы все знаем. Такие же случаи есть и в других регионах. И по данному закону, изменению данного закона, мы сейчас очень активно работаем с Государственной Думой. Галина Кентьевна Данчикова уже неоднократно встречалась с руководством Министерства строительства. Я этот вопрос ставил перед вице-премьером российского правительства Маратом Шахинзадовичем Хуснуллиным. Понимание есть. Вот. И сейчас готовятся как раз поправки в жилищный кодекс, которые позволят решать этот вопрос положительно в том случае, если это жилье у человека единственное, и если, конечно, доходы этого человека тоже, это сейчас достаточно легко проверяется, они низкие. Вот. Уверен, что такое решение будет принято, и мы социальную справедливость в этом вопросе обязательно восстановим. Я полностью здесь на стороне наших граждан, потому что я, еще раз говорю, прекрасно знаю тот контингент людей, которые у нас в аварийных домах живут. Так? Большинство из них, конечно же, не имели никакого желания там каким-то образом что-то заработать, а вот просто исходя из тех мизерных средств, которые у них были, они вот смогли купить квартиры в этих аварийных домах. Так, спрашивают про спортивный зал в Хатасах. Мы этот зал обязательно будем строить. Он у нас в планах есть по развитию спортивных сооружений в республике. Уверен, что в рамках развития и здорового образа жизни, и в рамках развития объектов физкультуры, спорта мы этот спортивный комплекс в Хатасах в ближайшие годы начнем и построим. Так, спрашивают про свалку на Вилюйском тракте, что очень много дыма. К сожалению, вот последние 2 года свалка горит практически регулярно. Много жалоб со стороны жителей, да я и сам в том районе живу, прекрасно это чувствую так. И сейчас при такой плотной работе с окружной администрацией правительства республики достигнуто решение, что в этом году мы обязательно должны старый полигон закрыть, и ввести уже определенную часть нового полигона для того, чтобы там началось складирование мусора.
При этом сейчас, опять же, идет у нас также и строительство уже мусороперегрузочной станции с элементами сортировки на основах частной концессии, которую якутская компания выиграла. И мы надеемся, что уже в 2022-2023 году объект будет завершен, и у нас там начнется также и сортировка мусора. Вот. Уверен, что при правильном подходе со стороны и окружной администрации, и Министерства ЖКХ и энергетики республики, в целом правительства республики, этот вопрос мы сможем решить. Старая свалка будет закрыта, ну и потом в установленном порядке должна быть уже утилизирована, ликвидирована. Так, жалуются на Сунтарский УЛУС, на большой мусор в районе деревянных многоквартирных домов. Надеюсь, и глава поселка, так и УЛУС это слышат. Так, много вопросов. Так, пишут про задержку опекунских пособий в Якутске. Пособия никакие не должны задерживаться. Прошу разобраться здесь Министерство труда, чтобы вопрос этот был решен. Так, я вот на Олеся нажимаю. Олесь. Нет, по-моему, пока никак у меня показывает, что связь не очень хорошая. Но я вот попрошу, чтобы Олеся включили. Вот, а может... Так, спрашивают про очередь по многодетным, по земельным участкам. Спрашивают по квартирам для многодетных. Ну и тот, и другой вопрос достаточно серьезный для людей. Хотелось бы здесь, чтобы правительство и, опять же, органы местного самоуправления быстрее отрабатывали. Все-таки мы и квартиры должны предоставлять. Мы на самом деле их предоставляем. Средства выделяются каждый год. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Вот. Ну а по участкам для многодетных это и проблемы есть и в городе Якутске, и в других местах. Будем ее тоже достаточно активно двигать, тем более каждый год мы уже последние 3 года выделяем средства по несколько сот миллионов для как раз обустройства этих земельных участков. Так, Олесь. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Да, спасибо. Слышим тебя в 6 социальных сетях. Это ужас, если честно. Я не представляю, как вы эту нагрузку переносите. Александр Сергеевич, у меня к вам вопрос. Возможно задать? Пожалуйста, Олесь. Александр Сергеевич, это вас беспокоит блог из Нюрбы. И мой вопрос будет, то есть ответ, я думаю, будет интересен тем людям, у кого есть спецтехника, кто обладает талантами сварщика, электрика, маляра, ну и так далее. Итак, вопрос. Будет ли привлекаться для строительства моста через Лену местные рабочие кадры? И как на этом объекте местным трудоустроиться? Спасибо, Олесь. Хороший вопрос. Конечно же, во-первых, мост через Лену будет строиться. Так, подготовительные работы начнутся уже в этом году по подготовке площадки. Это огромный объем работы и на левом, и на правом берегах. Наша задача, чтобы большая часть трудовых ресурсов, по нашим подсчетам, порядка 70%, были все-таки местные кадры. К сожалению, у нас в республике за последние десятилетия компетенции в части строительства мостов практически полностью утеряны. Мы не то что на Ленский мост, мы даже на мосты, например, через Нюю, через Алахюн, который сейчас мы получили федеральное финансирование, не видим практически возможности для наших местных компаний, чтобы они зашли и начали эти мосты строить. Так, с трудом находим, скажем так, желающих участвовать в конкурсах. Вот. Но при этом мы хотим, чтобы и подрядчики, и субподрядчики, которые будут работать на этом объекте, на Ленском огромном объекте, конечно же, привлекали местную рабочую силу. Мы сейчас ведем работу, и Дмитрий Викторович Берников, первый зампред правительства, который отвечает за мост конкретно, он сейчас уже проводит работу для того, чтобы специально под
потребности строителей моста уже готовили трудовые кадры, проводили специальные курсы, появлялись в нашем профтехобразовании, если будет необходимость в университете, для того, чтобы люди, или пройдя краткосрочное обучение, если пройдя переобучение, уже могли в этом процессе участвовать. Более того, вот этот метод мы должны применять и на всех других крупных стройках. У нас и на федеральной дороге Вилюй будут строиться большие мосты, и на федеральной дороге Алдан, Колыма через реку Алдан будет строиться мост большой. Так, конечно, везде надо, чтобы как можно больше наших местных трудовых кадров работало. Но мы их должны готовить и трудоустраивать. Этим будем заниматься. Так что большое спасибо. Я уверен, что и жители Нюрбинского улуса найдут свое место на этих стройках. И в завершение, спасибо огромное за ответ. В завершение, Айсет Сергеевич, возможно ли, когда вы посетите Нюрбу, вы сейчас про нее говорили, в следующий раз снять совместный проект для наших YouTube-каналов вместе? Есть такая возможность или нет? Вот я уже обещал тоже, что когда в Жиганск поеду, Вячеславом Бродниковым снимусь, так, ну и зная вас, Олесь, я тоже обещаю, что если в Нюрбу прилечу, а я надеюсь, все-таки это март-апрель у меня получится, я найду возможность как-то с вами тоже там, какой-то проект совместно реализовать для YouTube-каналов. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Буду слушать дальше. Так, как видим, Клабхаус работает, и очень интересно, так, и надеюсь, что было тоже другим всем слышно про вопрос про мост, и про участие наших трудовых кадров. Так, вопрос по выплатам за классное руководство стоит. Так, что там по городу Якутску, для меня тоже не очень понятно. Я прошу все-таки достаточно оперативно здесь нашим коллегам из Минобра посмотреть, и если есть какие-то вопросы, с городом отрешать. Так? Навряд ли там какие-то серьезные проблемы должны быть, потому что никаких задержек из госбюджета по финансированию никаких отраслей бюджетных у нас нет на сегодняшний день. Так, вот Игнат Светлов спрашивает, вы были на открытии фестиваля якутского кино в Москве, понравились ли фильмы москвичам или там были только наши земляки? Так, я был на премьере фильма Степана Бурнашова, замечательный фильм, очень много было там людей, но и хочу сказать, что где-то 50 на 50, даже меньше 50%. Нас, якутян, наверное, процентов 40 было. Так, а вот оставшаяся часть 60 это были москвичи, и у всех у них было очень восторженное, знаете, такое отношение к нашему кинематографу. Я специально посидел, послушал диалоги после показа кинофильма. Я думал, что там, после кинофильма все устали, вечером все встанут, уйдут. Пару вопросов зададут. В итоге это затянулось почти на час. Было очень много вопросов самых разных и про жизнь Якутии, и про самого режиссера, про актеров, в каких условиях снималось, какие творческие планы. Все хвалят якутское кино. Были в том числе там известные люди. Вот, например, там Буратаева была, вот известная телеведущая. Она потом ко мне тоже подходила, очень восторгалась и успехами якутского кино, в целом успехами Якутии, передавала всем якутянам большой привет. И, насколько я знаю, все другие наши фильмы, они тоже очень прошли с хорошим таким аншлагом. Вот, начиная вот от «Харахар», вот, на котором я был, да, там и другие фильмы прошли с большим успехом, и мы вообще планируем, что и об этом тоже вот московские кинокритики и любители кино мне тоже говорят, пишут, что фестиваль якутского кино должен стать таким традиционным для Москвы. Я считаю, что это тоже важно, нужно, потому что сегодня наше кино является, знаете, таким проводником Якутии в мир, большой мир. Не только в Россию, но и в другие страны. Вот я, наверное, большого открытия такого не сделаю, так секретов не выдам, но в ближайшие дни вот фильм
продюсером которой является Марианна Скрыбыкина, в фильме «Чи», он будет выходить в мировой прокат. Они заключают контракт уже на показ этого фильма по всему миру. Уже не по всей России, а по всему миру. Это тоже очень большое достижение. Фильм очень интересный. Я в 2019 году смотрел его как бы такой, первоначально смонтированный вариант, так, здесь в Якутске. Но сейчас, как мне Марианна тоже пишет, после его перемонтировки, после работы над первым вариантом он стал еще лучше, еще динамичнее, еще страшнее. Так? Это фильм ужасов. Вот, надеюсь, что такие фильмы, коммерческие, скажем так, фильмы с потенциалом большим монетизации, они будут и дальше появляться, в том числе здесь у нас в Якутии. Так. Почему урезан бюджет на детей в танцевальном спорте? Я вот это вот точно не могу сказать, там урезаны какие бюджеты. Спрашивают, где развитие медицины. На самом деле медицина у нас очень активно развивается. Наверное, последние десятилетия никогда такие средства в медицину не вкладывались, как вкладываются сейчас. У нас вот на сегодняшний день строятся крупнейшие медицинские центры, онкологический диспансер, строится кардиологический диспансер, который в этом году, до конца года должен быть завершен. Буквально позавчера объявлен конкурс на строительство 3 больничных комплексов в районах. Это в Усьмае, это в Итыккюле и в Чурапче. Все долгожданные большие районные больницы. Строятся десятки фельдшерско-акушерских пунктов. На миллиарды рублей закупается оборудование. В том же Нерюнгри, здравоохранение которого, конечно же, очень серьезно отстало опять же, с 90-х годов. За прошлом году полностью реконструирована детская поликлиника, закуплены сейчас современные и компьютерный томограф, закуплен и ангиограф современный. Так, всего, опять же, несколько сот миллионов рублей вложено в развитие медицины Нерюнгри. Это только начало. Большую тоже подвижку мы видим в Мирном. Поэтому я здесь не согласен, что для развития медицины и его оснащения в Якутии ничего не делается. Наоборот, мы делаем больше, чем, наверное, где-либо, кто-либо на Дальнем Востоке. И более того, мы это направление, магистральное направление, будем и дальше еще держать. Так, спрашивают вот про дороги. По дорогам хочу сказать, что в этом году мы еще более наращиваем наши темпы. Если раньше мы в районе 200 километров делали дорог всего, из них 25 по Якутску, то в этом году объемы будут увеличены. В том числе по городу Якутску поставлена задача отремонтировать за этот сезон 48 километров улиц. Огромная цифра. Если так посмотреть, то за все нулевые годы, с 2000 по 2010 у нас по Якутску было отремонтировано меньше дорог, чем за один год мы сейчас собираемся сделать. Выделены колоссальные средства из федерального и республиканского бюджетов. В общей сложности на улице города Якутска в этом году будет направлено 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Еще раз хочу повторить, никогда такие средства на улице Якутска не выделялись. Сейчас главная задача городских властей вовремя провести все конкурсы. 16% уже проведены, закончены. Сейчас идет по всем остальным работа. Рано приступить к всем видам дорожных работ и в установленные сроки закончить. Чтобы то, что было позапрошлом году, когда там снег ложили, в прошлом году, когда еле-еле успели и то по холодам закончили, этого больше не повторялось. Уверен, что город вместе с Министерством транспорта с этой задачей справится. Что касается региональных дорог, тоже очень большие объемы у нас предусмотрены, мы это все должны сделать. И более того, я сейчас сказал, буквально позавчера решение правительства Российской Федерации вышло о том, чтобы на 2 моста через реку Алахюнь и через Нюю в Ленском районе были выделены также федеральные средства, практически там порядка полумиллиарда рублей выделены на 2 этих моста. И эти работы мы опять же в этом году уже должны начать. Задачи очень большие, амбициозные для наших дорожников, но я уверен, что дороги Якутии мы должны обязательно приводить в нормативное состояние.
Я очень рад, что в 2020 году все планы у нас выполнились. Мы достроили долгожданную многострадальную дорогу Кобяй, которая строилась до этого почти 30 лет. Построены многие десятки километров дорог в других районах. В городе Якутске все-таки мы выполнили поставленные все задачи. Поэтому и 2021 год, и последующие годы должны стать тоже ударными годами по работе по строительству и реконструкции дорог в целом в Якутии и по городу Якутску. Так. Вот слушайте, я все-таки прошу Министерство образования посмотреть серьезно, потому что вот сейчас начали задавать вопросы по классному руководству по Неринге. Тогда это было по Якутску. Здесь какая-то проблема есть, судя по всему. Прошу разобраться, так, Минобр, ну и мне доложить. Так, в WhatsApp писали, что в Якутии не хватает вакцины, что люди не могут вторую прививку поставить. Как сейчас с вакциной от коронавируса обстоят дела? Почему маленькими партиями приходят в республику? Ну, вы знаете, в WhatsApp пишут очень много, так? И, к сожалению, очень много пишут неправды. Вот. По Якутии хочу сказать, что к нам на сегодняшний день практически 55 тысяч доз вакцины уже поступило, и порядка 44 тысяч человек уже ее получило. А остаток у нас в районе 10 тысяч сейчас доз вакцины. Это было по состоянию на вчерашний день. Активно везде она ставится. Запас у нас есть. И сейчас она партиями там по 5, по 7 тысяч практически в таком нормальном режиме поступает. Последнее поступление было там свыше 5 тысяч доз вакцины 23 февраля. Вот, поэтому вот как только она начинает заканчиваться, уже так как сейчас система по вакцине она работает на принципах маркировки, вплоть до пациента, так и в Москве в любой момент времени могут увидеть, сколько вакцин осталось. Не то, что в целом по республике, а в каком конкретно улусе сколько вакцины есть. И вот как только потребность возникает, следующая партия поступает. Вот. Я по вакцине хочу сказать, что это на самом деле огромное достижение нашей страны, ее науки. Вот, как бы нашу страну не гнобили, там не говорили, что все у нас уже там сгнило, исчезло, мы еще раз всему миру доказали, что российская наука одна из самых передовых в мире. Вакцину мы создали первой в мире, так ее сертифицировали. Сейчас по всему миру, если не ошибаюсь, уже почти в 40 странах ее активно уже применяют. Вот. И, конечно, россиянам, в первую очередь, нам самим эту вакцину применять. Я вот вакцинировался, никаких побочных нету, но вот надеюсь, что там 10 марта анализы сдам, антитела тоже появятся. Вот. А, конечно, она очень важна не только для тех людей, которые вот находятся в активном общении с другими людьми, контактируют, так, то есть для врачей, вот, для правоохранителей, для других таких профессий. Но она очень важна, конечно же, для наших старших, для лиц пожилого возраста. Потому что, к сожалению, эта болезнь в первую очередь бьет по ним. Вот как бы это печально не было, но и по сегодняшний день у нас, например, хотя количество больных значительно сократилось, но все равно человек 40 постоянно находится в тяжелом состоянии, и вот 10-12 человек постоянно находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. И, к сожалению, все равно, там не каждый день, но все равно летальные случаи, они нередки. Вот сегодня, например, мы за сутки потеряли 2 людей, и оба они старшее поколение, за 70 лет. Вот поэтому для того, чтобы уберечь как раз старшее поколение, уберечь людей с хроническими заболеваниями, вакцинирование обязательно нужно. Вот у меня родители тоже старые, вот отец уже получил, мама немножко до этого приболела, сейчас выздоровела, сейчас тоже будут получать эту прививку. Вот. Я вот здесь тоже всем советую, родителям своим, бабушкам, дедушкам, если здоровье позволяет, обязательно прививку, чтобы делали. Это обезопасит их от этой очень страшной болезни. Так. Вот спрашивают про почему девушка написала, что у нее мать родила 12 детей, но пока не дали ей звание мать-героини. Ну, прошу на мое имя обратиться, так, у нас комиссия работает постоянно, буквально мы будем награды
вручать многодетным нашим матерям-героиням в канун 8 марта, прекрасного весеннего праздника. И сейчас как раз наградные комиссии работают, ну и в последующем они работать будут. И, конечно, мы никого не должны забыть здесь, наших многодетных матерей, потому что они на самом деле человеческий огромный большой подвиг делают. Большой им земной поклон за их подвиг. Так, спрашивают про вот опять вакцины. Какие вакцины? Ну, у нас сейчас спутник Ви, он в целом по стране вот уже сейчас полностью весь сертифицирован, поэтому его достаточно, ну, наставят. Ну, правда, вот сейчас и мы надеемся, что к осени и векторовская вакцина, и вакцина Чумакова, они тоже уже в такой промышленный оборот выйдут, и тогда уже, может быть, даже и такой выбор будет. Так? Но, еще раз говорю, спутник Ви, он проверенный, он никаких противопоказаний особых, вот, по крайней мере, у меня нету, ну, поэтому нормальный. Так. Спрашивают про техрегламент по машинам. Да, там определенные мы сейчас предложения даем, пока все это продлили до осени, так, ну и дальше будем работать в этом вопросе. Так, вот много вопросов прошло по субсидированным билетам. Здесь хочу ситуацию разъяснить. Конечно, я считаю крайне несправедливым то, что когда дополнительная субсидия, выделенная по поручению президента, распределялась, из 21 дальневосточного маршрута, если не ошибаюсь, 12 получили, 9 не получили. Вот. В результате, например, рейсы из Якутска в Москву, из Читы в Москву, из других таких городов, да, крупных, так, они не получили дополнительное финансирование. То есть субсидированные билеты остались для вот тех льготных категорий, которые раньше были: старшее поколение, дети, инвалиды, многодетные, а другие категории, то есть все уже на эти субсидированные билеты сейчас, ну, ездить здесь не могут. Я считаю, что допущена большая ошибка со стороны Министерства транспорта. Сейчас, после обращений ряда глав регионов, в том числе меня, к руководству правительства, сейчас началось активное рассмотрение этого вопроса. Мы надеемся, что Министерство транспорта разберется в ситуации и дополнительные средства, вот как раз на те рейсы, которые были исключены из субсидирования дополнительного, они деньги получат. И справедливость, опять же, будет уже восстановлена. Мы этот вопрос так не оставим. И здесь хочу сказать, что и правительство республики, я лично, вот, наши депутаты Государственной Думы, Федерального собрания и вот Совета Федерации Федерального собрания, все активно этим вопросом занимаемся. Так, вот по первой школе у меня спрашивают. Так, хочу сказать, что по первой школе, конечно же, достаточно много обращений в мой адрес в последнее время поступило. Мы ищем пути решения данной проблемы, и я обязательно этот вариант, как только он будет окончательно согласован и окружной администрацией, и здесь правительстве, я обязательно сообщу об этом и в социальных сетях, ну и, может быть, какую-то встречу мы и в самой первой школе проведем. Потому что вопрос надо решать, но решать его надо не так, чтобы там что-то быстро, какое-то здание, например, там бывшего кафе приспособить или бывшего развлекательного центра под это дело приспособить. Надо все-таки, если что-то покупать, то надо здание, которое максимально близко подходит для занятий школьников. Так. Спрашивают у меня про... Вот начали появляться вопросы по выборам. Спрашивают, почему я поддерживаю Евгения Григорьева, так, если я его там никогда с ним вместе не работал, не знаю. Ну, люди могут этого, наверняка этого не знают, но я Евгения Григорьева знаю очень давно, знаю его, наверное, с 2013 года. Дело было так, что в Москве проходила большая выставка нашей республики, в том числе выставка и от города была отдельная. И после презентации города, где я выступил, ко мне подошел молодой парень совсем, такой тоже с бородой, с усами.
Ну и начал со мной разговаривать про развитие предпринимательства. Мне понравились его идеи. Он так, вот еще раз бы он сказал, что вот в Москве учился, сейчас вот бизнесом начал заниматься. Есть у него интересные проекты, связанные с развитием многоуровневых гаражей. Я еще тогда ему скепсис высказал, ну как это, вот, где Москва, где Якутск, так, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Он говорит, да я все посчитал, Александр Сергеевич, у меня есть идея. Говорит, вот я скоро поеду, если в Якутск, вы, пожалуйста, меня примите. Ну, через некоторое время он ко мне обратился, я его принял. Он уже рассказал про свой проект «Сахапаркинг», как он его видит. Опять же, я его очень, ну, не то что долго так, но некоторое время отговаривал, говорил, слушай, говорит, может, это у тебя не получится. Здесь же столько разных проблем, и технических, и юридических. Но он сказал, знаете, я вот очень хочу это сделать, потому что я вижу, что это нужно людям, и я вот докажу всем, что вот этот проект у нас может работать. Проект многоуровневых паркингов. Вот, ну, мы на общих основаниях, на законных основаниях оформили ему землю, и компания, и через некоторое время, если я, опять же, не ошибаюсь, если это было уже начало, наверное, 2015 года или конец 2014, могу ошибаться, вот, меня уже пригласили на открытие этой многоуровневой автоматизированной стоянки. Я приехал, я очень был приятно удивлен, что вот за очень короткое время ребята совсем молодые смогли это все сделать, так, причем без никакой там серьезной поддержки, чисто на энтузиазме и на таком своем инженерном таланте. А вот после этого я уже стал за ним следить, потому что, знаете, к сожалению, не так много людей, которые умеют добиваться поставленной задачи, особенности в молодом возрасте. Вот, потом я видел, как его бизнес развивается, потом, как он работает в Высшей школе инновационного менеджмента. Потом, когда он пошел в АРТ, Сардана Владимировна со мной тоже советовалась, я поддержал ее кандидатуру, когда вот она выдвинутую ею кандидатуру в АРТ. Потом, когда уже стал вопрос о первом заме, ну, тоже сомнений у меня никаких не было, когда на согласование внесли его кандидатуру Сардана Владимировна. А когда случилась Сардана Владимировна вот эта проблема ее по здоровью, мы не скрываю, тоже советовались, но у нас было единодушное мнение, что вот именно такой человек, высокообразованный, молодой, с хорошими, знаете, такими амбициями, умеющий ставить задачи и решать эти задачи во благо города, во благо ее жителей, нашему Якутску нужен. Поэтому здесь, вы знаете, Женю Григорьева я не вчера узнал. Я давно с ним знаком, следил за ним, видел, как он работает, видел, как он решает задачи. Вот, уверен, что он и с другими задачами, которые перед ними жизнь поставит, будет также успешно справляться. Так. Будут ли сносить дома на 17-м квартале в ближайшие 10 лет? Ну, у нас каждый прямой эфир про 17-й квартал вопрос возникает. Я хочу сказать, что, конечно же, мы вообще должны думать о комплексном развитии нашего Якутска. Я на прошлой неделе читал лекцию, так называемую визионерскую лекцию «Как я вижу Якутск 2050 года». И в том числе я рассказывал, как я его вижу в ближайшие десятилетия. Насколько я знаю, его и на НВК показали, вот на моем YouTube-канале он в ближайшее время появится. И, конечно же, вот одной из главных амбициозных задач, которые, я считаю, Якутску надо решить вместе со всей республикой, это добиться, чтобы к 1932 году, году 400-летия Якутска, у нас деревянных вот этих двухэтажных зданий в Якутске не было. Можно, конечно, пару оставить, как музей, так все остальное мы должны расселить, в том числе и 17-й квартал. Амбициозная задача, она очень амбициозная, потому что таких домов у нас по Якутску 1290, если я не ошибаюсь. Вот. 700 из них сегодня уже признаны аварийными. Вот. Но 500 оставшихся, это тоже, знаете, ну, не сильно лучше. Вот. Поэтому такую амбициозную задачу нам надо поставить, все ресурсы объединить и решить. Вот. Уверен, что и 17-й квартал мы сможем расселить. Одно из дел, которые я, к сожалению, не смог решить, будучи главой города Якутска, это расселение 17-го квартала. Я это честно признаю. Но, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Так, на тех ошибках мы должны учиться. В том числе учиться к тому, что республиканские и городские власти должны работать абсолютно в таком, знаете, в едином ключе. Только в этом случае такие амбициозные большие проекты, как расселение 17-го квартала, можно реализовать.
Так, СЭХ 21 года в каком формате будет проходить? Тоже у меня много спрашивают. Вот здесь тоже я видел, вопросы мелькали по СЭХу. Хочу сказать, что я считаю, что в 2021 году мы должны СЭХ провести как обычно. Вот. Надеюсь, к этому времени мы коронавирус окончательно задавим, ограничительные меры снимем, так, ну и отметим наш любимый праздник именно так, как мы его всегда привыкли отмечать. Вот, спрашивают за вот праздники, зачем одни праздники новыми. Да? Вы знаете, праздники тоже в жизни нужны. Вот мы год практически прожили без всяких праздников, так, без общения между друг с другом. Так? Все через компьютеры, через вот эти ВКС, через отсутствие каких-то таких прямых человеческих коммуникаций. Я не считаю, что от этого мы выиграли. Вот. Я уверен, что человеческое общение, человеческие праздники, они обязательно нужны нам. Вообще как вот индивидам, как вообще в целом человечеству, как общности. Вот. В жизни должно быть место праздника. Но для этого, конечно, надо и уметь хорошо трудиться. С этим я согласен. Так, очень быстро. Так. Спрашивают про лиц старше 65 лет, как же им быть, ну, если по тем или иным причинам не хотят вакцинироваться. Но здесь у нас подход очень четкий. Если старше 65 лет, не вакцинировавшийся, если антител нету, то этим людям сейчас работать нельзя. В первую очередь в их же интересах. Мы надеемся, что в скором все-таки времени после вакцинирования большого количества людей иммунная прослойка возникнет, коронавирус исчезнет, ну и тогда ограничительные меры будут сняты, тогда люди смогут уже начать, ну, старше 65 лет уже смогут вернуться к работе. До этого времени тем, у кого нет уже, кто еще не вакцинировался, кто не имеет антитела, ну, тем работать, еще раз говорю, в их же интересах не работать. Им надо сидеть дома, находиться на удаленке. Так, очень много вопросов, коллеги, знаете, вот по конкретным адресам, по разным городам. Так, и Якутск вижу, Нерюнгри вижу, там Нюрба была, так. Я не компьютер, так, я в голове все адреса республики не держу, хотя хотелось бы так. Поэтому сейчас просто вопросы все записывают, потом определенным образом ответы мы дадим. По школам много вопросов, по школам города Якутска. Я думаю, что мы здесь, конечно же, должны будем решать вопросы и по детским садам, и по школам. Этот вопрос тоже назрел. Есть у нас несколько подходов, в том числе и строительство прямое бюджетное, но, к сожалению, как бы возможности бюджета достаточно ограничены, поэтому много школ мы так быстро не построим. Есть подход, связанный со строительством суперкампуса в Кангаласах, когда у нас среднее профтехобразование будет туда переезжать после строительства, и освободившиеся здания можно будет перепрофилировать. Но это вопрос, скажем так, ближайших 5-6 лет. Есть подход, связанный с реализацией проекта государственно-частного партнерства совместно с госкорпорацией ВЭП-РФ, который у нас в Якутии тоже может в ближайший год начаться, в первую очередь по Якутску. Там у нас одновременно 12 школ может быть построено. Вот. Реализация вот этих всех мер, она, конечно же, позволит нам вот эту проблему по школам достаточно серьезно решить. Так, Клабхаус хочу посмотреть. Много тут, вот поднимает руку Алена. Так, попробую ее. Так, оп, соединить. Так. Здравствуйте. Добрый день. Асет Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Bu 203-га родителер кайыбыт ыйтылаакпыт. Оголорбут айы кахатер хылжаллар, но были оскола хокполан лучча класстарына риктерде. 500 местелях осколага элбах паяғы болын үйрнебит, оны біле саңа оскола тутулуқтақ дейіптерде. Қағын тутулған бітере болылар, онына
Биһиген учча класстары онно жыйбайтык учча классынан полностью көһөрөллөрө бола хайдах баһарылары инди вопрос. Мақтал болот, ну человек этемде, элбакені долгутар вопрос было. Да, вот Алена из города Якутска, 203-й микрорайон, вот от имени родителей спрашивает о следующей проблеме. Школа АИКГТ была построена там, введена 2 года назад. В школе должно было учиться там 550 детей, сейчас почти 1000 детей учатся. Вот. И мы тогда решали, что должна быть построена еще одна школа в 203-м микрорайоне. Вот спрашивают, когда школа будет введена, когда начнут дети там учиться. На самом деле хочу сказать, что школа полностью построена. Все строительные работы закончены, объект сдан, вся экспертиза уже пройдена, сдана. Так? К сожалению, в прошлом году, когда бюджет города принимался, по не очень понятным для меня причинам, средства не были выделены на комплектование данной школы, то есть штатными единицами. Сейчас эта работа идет. Насколько я знаю, Евгений Николаевич Григорьев этим занимается, исполняющий обязанности. Очень надеюсь, что в ближайшее время уже штатное расписание будет полностью укомплектовано, у школы появится руководство, но и этот объект должен быть открыт. Он, конечно, нужен 203-му микрорайону, так как район большой, много семей там, особенно молодых семей, детей много поэтому, и детям, конечно, надо не только в детские сады ходить, но и в школу. При этом как раз вот по 203-му микрорайону была всегда идея о создании такого территориального образовательного центра, который бы объединял бы и школы, и детские сады, которые там расположены. То есть они сохранялись бы как отдельные такие структуры, так, со своими традициями, со своей там определенной спецификой, но вот всякие бухгалтерские, хозяйственные службы, то есть непосредственно не относящиеся к оказанию образовательных услуг, они могли бы быть объединены, как это делается во многих крупных городах нашей страны. Это была бы, конечно, очень большая экономия, в первую очередь, финансовых средств. Но это уже вопросы городской администрации. Я думаю, что Евгений Николаевич разберется, и решения будут приняты. Но самое главное, мне бы очень хотелось, чтобы эта школа вот в интересах родителей, вот от имени которых сейчас Алена Сергеева позвонила, так, и других жителей 203-го микрорайона была в кратчайшие сроки решена. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алена. Ага, до свидания. Так. Так. Спрашивают, опять вот про Хатасский спортзал, про земельные участки, про это мы уже говорили. Так, обязательно спортзал будем. Так, по ветхому жилью какой-то вопрос не очень непонятный, почему-то людям запрещают строить ИЖС, не очень понял. Но еще раз говорю, мы все эти вопросы смотрим, будем разбираться и решать. Спрашивают, прививка от ковида обязательно? Нет, этого она делается строго по желанию. Так, что с аэропортом Алёкминск? По аэропорту Алёкминск идут работы по взлетно-посадочной полосе, поэтому в этом году там система достаточно сложная. Просим отнестись к этому с пониманием. Зато после этого он будет принимать уже самолеты в любое время года. Не будет, как сейчас, там по неделям закрываться из-за дождей. Так. Теперь очень много вопросов по теплым остановкам, в целом по остановкам. Вот по микрорайону Стерх сейчас вопрос. Вот. Но это вопросы мерии, так я думаю, что мы это все должны будем собрать и потом им передать. Спрашивают, какими качествами, на наш взгляд, должен обладать будущий мэр Якутска. Я про это уже говорил тоже. Мэр Якутска должен быть, на мой взгляд, высокообразованным, профессиональным, молодым, человеком, умеющим достигать целей и работающим в одной команде с республикой.